коллег с Украины, может быть, им дадим слово. Есть они? Да, вот, пожалуйста, нашему традиционному гостю дайте микрофон, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Роман Самбалюк, я представляю украинское агентство «Униан». И действительно у нас и у меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно бы, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немножечко к нам изменили отношения. Вы имеете в виду 72-е машины или 34-е? У нас основной боевой танк Т-64. Т? Т-64. Произведен в Харькове. Т-64. Ну, это уже советская машина. Ну, вы тоже говорили, что из Советского Союза. Ну ладно, хорошо. Если позволите, вот в продолжение минских переговоров, я вас хотел спросить, вы могли бы назвать дату, когда вы примете решение о расформировании оккупационных администраций в Луганске и Донецке? Потому что вы их называете республиками, а в Минских соглашениях их нет. И если можно, газовая война будет, а то складывается впечатление, что вы не планируете нам отдавать $3 миллиарда согласно решению арбитража. Говорите о дешевом газе, а мы помним, что самое дорогое для Украины – это российский дешевый газ. Спасибо. Значит, итак, расформирование, да, этих органов управления там, затем газ, да? Да. И что еще? 3 миллиарда. 3 миллиарда. 3 миллиарда. Значит, смотрите, что касается Минских соглашений и расформирования, как вы сказали, органов управления в непризнанных республиках. Первое, что хочу сказать, представлявшие Украину в Минске, после чего возникли вот эти Минские соглашения, бывший президент Порошенко Петр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроем. Значит, а представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Вот я вскрою, так сказать, подноготную наших переговоров в Минске. Но все-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует. Это первая часть марлезонского балета. А вторая заключается в том, что там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это, по-моему, как раз очень демократический способ организации органов власти. Третье. В самих Минских соглашениях есть указание прямо на то, что является правом этих республик, на что они имеют право претендовать. Там все прописано. Сказано и про язык, и про местную милицию, и так далее, и так далее. Значит, это следующий аспект. Заключается в том, что там есть, вот сейчас я подойду к спорным моментам. Я не буду здесь ничего скрывать. Здесь нет необходимости это делать. И российская общественность, и украинская должны знать, о чем там идет речь. Есть пункт, который говорит о выводе наемников и иностранных войск, и о закрытии границы. Закрытие границы в соответствии с Минским соглашением должна начаться на второй день после проведения выборов и закончится только после всеобъемлющего политического урегулирования, которое предполагает внесение изменений в Конституцию Украины и предоставление этим республикам таких прав, которые в Минских соглашениях прописаны. Вот когда это будет сделано, тогда и будет полное закрытие границ. И, наконец, что касается вывода иностранных войск. Ну, там нет иностранных войск. Там есть местные, да, там есть местная милиция, местные силы самообороны. Они состоят из местных жителей. Из местных. Значит, мне все время задают вопрос, а откуда у них танки, тяжелая артиллерия? Послушайте, вот во многих горячих точках мира происходят различного рода конфликты и боевые действия. Причем с применением танков, артиллерии и так далее. Откуда они берут?
Видимо, от тех структур государств, которые им симпатизируют. Но это их техника, а не иностранная. Хочу обратить на это ваше внимание. Что касается наемников, ну да, я вот и сейчас в Париже сказал, там есть и французы, и немцы, которые воюют и на одной стороне, и на другой. Ну, давайте будем разбираться с этими наемниками. Но они не составляют основу этих вооруженных формирований. Но знаете, в чем самая главная проблема? Я вам говорю совершенно искренне. Самая главная проблема заключается в том, что нет желания, и до сих пор как-то оно не просматривается. Решать этот вопрос в диалоге с людьми. Не пытаться создать благоприятные для себя условия для решения проблем силовым способом. С помощью танков, артиллерии и авиации. Я бы сказал, авиацию применяли. Там действующий президент Украины говорит, какую авиацию? Он забыл даже об этом, не знает. Применяли. Понимаете? Вот когда мы избавимся от этого, или руководство Украины избавится от, на мой взгляд, абсолютно ошибочного подхода в принципе к решению проблемы, а перейдет к диалогу, вот тогда можно будет и решить. Ну, записано, там нужно восстанавливать экономическую и прочую инфраструктуру. Взяли своим решением и отрезали эту территорию от Украины. Потому что ввели блокаду. Что, Москва, что ли, блокаду ввела? Киевские власти ввели блокаду этих территорий. Но здесь тоже, надеюсь, есть подвижки. Уже, как вы знаете, там произошло изменение в этом смысле к лучшему. Да? Есть, в всяком случае, перехода, там разминирование идет. Этого недостаточно. Еще нужно много будет по этому вопросу сделать, чтобы конкретные люди, которые там проживали, жили лучше. Но сделать можно. Но вот если встать вот на эту позицию, на позицию договоренности, диалога, то тогда проблема будет решена. Если будут предприниматься и дальше попытки силовым способом задушить, я думаю, что вряд ли это можно будет сделать. Это известная фраза «Донбасс порожняк не гонит». Она, знаете, она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут. Поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений. Газовая война. Значит, вы сказали по поводу 3 миллиардов. Обращаю ваше внимание, что часть наших резервных средств из Фонда национального благосостояния России вложено в украинские ценные бумаги. 3 миллиарда долларов как раз. И есть уже решение суда в Лондоне по этому поводу, которое не исполняется. Что касается газовых отношений, это сложная такая чувствительная очень тема. Значит, мы хотим решить эту проблему. Вот я убежден, как все-таки юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований, сейчас вот сидящим здесь тоже покажется это странно, но это интересно, одно из обоснований решения Стокгольмского суда, там прописано в связи с тяжелым экономическим положением на Украине. Ну, чушь какая-то просто. Ну, написали, хоть бы воздержались бы от такой записи. Ну, ладно, решение есть суда, это правда. И мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемого для всех решения, в том числе и для Украины. Сохраняя, как я уже многократно говорил, несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как Северный поток-1, Северный поток-2, Турецкий поток, будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт. При этом хочу обратить ваше внимание на то, что мы не собираемся заключать на какой-то срок контракт с тем, чтобы потом прекратить транзит. Нет, мы в этом сами заинтересованы. Мы хотим, это удобный маршрут. Кстати говоря, украинский маршрут в Европу длиннее, чем маршрут по Балтийскому морю. Он длиннее и он просто для нас дороже. Но все-таки там в центральную, в южную Европу это тоже маршрут отработанный, хороший. Мы готовы его сохранять. И готовы были бы и поставлять на Украину газ со скидкой, кстати говоря, я уже говорил, 20-25%. Это можно сделать. И тогда можно было бы и
для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас сейчас. С 1 января следующего года все льготы, насколько я знаю, отменяются. Средний уровень цены на газ где-то будет за $300 для всех категорий потребителей, включая физических лиц. Но я думаю, что мы договоримся. Мы, кстати говоря, мы на пути к этим договоренностям. И мы будем стремиться к тому, чтобы украинская сторона была довольна этими договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и как-то использовать это для влияния на ситуацию на самой Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы и Украина получала нормальный ресурс, и наши потребители в Европе, чтобы были спокойны за то, что у нас нормальные отношения с нашими соседями. И все будет идти по плану. Все новости дня в выпуске программы «Новости Татарстана» на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.